В сегодняшнем видео мы расскажем вам о том, что вам обязательно нужно знать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что непременно вас шокирует. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Таджикистан, ну, яркий такой, красивый. Ой, Таджикистан, сухофрукты, солнце. Таджикистан. Ой, забыла, ведь... А какая там столица-то была? Ой, не была, к сожалению, не была там ни разу. Дело в том, что таджики необычайно красивый народ. Во-первых, красивый физически. Очень много красивых мужчин и женщин. И очень красивый внутренне. Веселые, артистичные, остроумные, склонные к шутке, переносящие легко, весело жизненные трудности. То есть и по-детски наивные, и по-крестьянски хитрые, расчетливые, как вообще всякие крестьяне. У них еще осталась, так сказать, вот та старая крестьянская закваска, которая, увы, совершенно исчезла у нас в России. Я, допустим, знаю, как был в Таджикистане. Я встречался с людьми, очень хорошие люди, которые говорят про них: вот мусульмане, что-то плохое. Это все бред. Человек, который не побывал там, может не судить об этом. Я был там, я приезжал в гости, я знаю, какие это люди гостеприимные. Они, ну как сказать, они, допустим, приглашают все в гости. Если вот даже я заблудился, ну где-то оказался не в том месте, пошел по городу, не могу найти, я захожу в любой дом, меня примут, как дорогого гостя. Накормят, напоят, найдут того человека, кому я приехал в гости. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мы все братья, родные. Какой-то люди появился, наши отношения, да. Но все равно, которые добрые люди есть, вот еще заново мы подружились. Красивой страной, с хорошей природой, очень закрытой, мне кажется. Как себе представить, как Казахстан, как... Словами можно? Сейчас просто. Таджикистан, горы, теплые, такой, фруктов много. Вот так, я там не была, но я представляю так. В какую сторону двигается Таджикистан под руководством Рахмона? В пропуск уже еще. Но развитие страны всегда подразумевает дискуссию общества. Причем дискуссия это может быть на разном уровне. Научная дискуссия, политическая дискуссия, экономическая дискуссия. Каждая страна так развивалась современно. А если в стране есть только мнение одного человека, и то, может быть, не его, а кто-то ему нашептал из советников, вот, то никакого развития просто быть не может. Это обычная диктатура. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.